Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. У каждого человека в жизни есть своя мечта. Вот у меня, допустим, с детства мечта научиться кататься на коньках. И мечта моя бы осталась мечтой, если бы не она, фигуристка Анна Воробьева. Каток и лед – это для меня все. Я на льду сколько себя помню, наверное, с 2-3 лет. Я просто не представляю жизни без льда. Воробьева Анна Вячеславовна родилась в городе Комсомольск Хабаровского края. Работала в сборной Украины Олимпийского резерва по фигурному катанию. На коньках она катается с детства. Сначала это было увлечение, которое потом переросло в серьезную профессию фигуристки. В 1997 году открыла частную школу по фигурному катанию. Но судьба повернула так, что теперь она здесь, в городе Грозный. Для того, чтобы быть здоровым человеком, нужно быть здоровым не только духом, но и, конечно же, телом. Всю свою жизнь я посвятила спорту. Я веду здоровый образ жизни, и любой день свой, какой бы он ни был, рабочий, выходной, я начинаю с оздоровительных процедур, обязательно с пробежки, фитнес и, естественно, каток. Утренняя пробежка для любого человека – это, естественно, заряд бодрости на целый день. Хорошее настроение, не говоря о пользе для здоровья. Я с любовью отношусь к любым видам спорта, но с особой любовью, с особым предпочтением к зимним видам спорта, в частности, конькам, фигурному катанию. А в свободное время уже болею за родную команду «Терек». С удовольствием наблюдаю за ихними тренировками, даже кричу, как футбольные фанаты. Давай, Терек, вперед! Иногда для поднятия футбольного настроения можно и попинать мячик. После хорошей зарядки, естественно, необходим хороший, здоровый завтрак. И мы едем завтракать. Когда я еду по зеленым, красивым улицам чистого города, это не то что приятно, это супер приятно. Спасибо Рамзану Ахматовичу за эту красоту, потому как действительно, проехав за рулем не одну республику Северного Кавказа, такой красоты, чистоты, порядка я не видела вообще нигде. В Грозный я попала совершенно случайно, но это, как говорится, судьба. Я об этом вам чуть-чуть позже расскажу. Чем он мне понравился? Привлек в первую очередь, естественно, тем, что он современный, красивый, зеленый, чистый. Люди открытые, доброжелательные, спокойствие. Мимо мечети просто не проедешь. Это зрелище такое завораживающее. Такое нечто даже, знаете, такое царское какое-то такое величие. Приглашу вас сегодня в гости, приготовлю что-нибудь, и мы поужинаем. Ну что же, уважаемые друзья, сейчас мы находимся на кухне у
Анны Воробьевой. Анечка, расскажите нам, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить на самом деле очень простое блюдо. Я называю его картофельная запеканка. Итак, друзья, сегодня мы будем делать картофельную запеканку от нашей фигуристки Анны Воробьевой. Ну что ж, Анечка, какие ингредиенты нужны нам для того, чтобы приготовить эту вкуснятину? На самом деле курица, картофель, лук, молоко и сыр. Приправа. Нам более ничего не надо. Не надо, да? Для современной женщины, которая все всегда где-то расписана, она бежит, она это все может приготовить с утра, да, и даже придя домой, поставив в духовку, опять же заниматься своими делами. Приступим. И что мы сделаем в первую очередь? В первую очередь курочку мелко, грудку желательно, просто мелко нарежем. Ну что же, режем, режем наше филе. Ну я думаю, что порежу, сейчас, конечно. Да, и я тоже помогу вам. Есть у меня такая прекрасная возможность помочь сегодня. Давайте. Да, ну что ж, не боимся. Курица у нас не живая, халяльная. Так что будем резать. Ну, нам косточки можно убрать. Убрать. Все, они убираем, нам не конечно, нужны. косточки. Ань, а мы вот должны резать это все кубиками или как? Вот мелко меленькими кубиками. Можно кубиками, как угодно, да? Там. Произвольно, как говорится, в форме, да? Да. Итак, ну что ж, вот как человек, который ведет, опять-таки, правильный образ жизни, который не только занимается спортом, но и питается всем самым вкусным и полезным, вот что вы едите, какие вы любите блюда? Естественно, завтрак у меня каша. Овсяная, гречневая, без разницы. Овощи, фрукты. В основном я предпочитаю продукты белковые. Обязательно фреши, апельсиновые. Какие вот самые полезные? Морковные, может быть, какие-то. Я просто слышала, что морковные очень полезны, свекольные очень полезны. Вы знаете, я тут придерживаюсь такого, это что кому как нравится. Кстати, все желающие, кто хочет, чтобы детишки занимались спортом на льду, то есть на коньках, они могут прийти на наш ледовый каток, и там вот вас встретит такая любезная, очаровательная Анна, которая вот преподает на такие вот уроки катания на льду. Дети приходят, они сразу начинают кататься? Нет. Или падения бывают? Нет. Как? Дети приходят не сразу и стоять могут. Да? Не то, что кататься. Падения, естественно, бывают. Помимо того, что это красиво, это очень еще и травматичный вид спорта, да? Ну да, в принципе. Дети приходят. Изначально я их учу и стоять, ходить, падать, как в конце концов, правильно. Да. Я всегда смотрю на ребенка, который с каким желанием он идет на тренировку. Я даже таким, которые не хотят, упали, страшно, я им даю время просто подумать. А то, когда ребенок бежит к тебе, упал он, не упал, замерз, там, ну такого, правда, не бывает, температурный режим хороший на льду, бежит с удовольствием, ждет этих тренировок, для меня это, конечно, много значит, да, потому как дети наши, мы их не обманем ничем. Очень важно стремление. И если человек захочет, я думаю, что он и будет красиво кататься на льду. И у него всегда получится, мне так кажется. Первый этап тренировок еще зависит от того, как тренер это преподнесет, правильно? Да, мы или любим наших первых учителей, или их уж, извините. Да. Но дети вас любят, потому что я видела, как они улыбались, как они у вас что-то спрашивали, как вы им показывали какие-то упражнения интересные, и вот они пытаются что-то вот за вами повторить. Это просто уникальное такое вот зрелище. Я, когда пришла туда на каток, я уже о себе не думала. Мне было интересно, вот как вот они вот все вот, вы им что-то говорите, они за вами повторяют. Я вам показываю сейчас задание. Троечный шаг справа. Да? Каждый делает на своем месте. Тут места достаточно.
Пока не разъезжаетесь, смотрим внимательно на меня. Вот я где начала, я туда же и приеду. Вот я сделала толчок, перевернулась, подставила. Выезд. Толчок, перевернулась, подставила. Выезд. Вы делаете беговой шаг, пытаетесь сделать вперед. Еще раз. Толчок. Курочка, по сути, готовится очень быстро, да? И из-за того, что мы вот порезали это все очень мелко, и она и приготовится достаточно быстро, да, ведь? Курочка у нас домашняя. Конечно же, да будет она вкусная, потому что у нас все бывает вкусное и полезное. Так что вот таким образом получилось вот что у нас. Посмотрите, друзья, вот это филе наше. И все остальные ингредиенты, да? Да, по очереди Да, мы будем сюда... придут. Да. Будут... Курочки. Да, к этой курочке, к этому филе в гости сегодня придет, наверное, картошечка, лучок, зелень, ну и все В конце остальное. забежит сырок. В конце забежит сырок, да? Ну что ж, хорошо. Будем ждать. Будем ждать. Теперь режем картофель, да? Да. А картофель как? 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 Как картофель-то? Обычно. Картофель-то как? Я режу, я не знаю, я не умею резать на доске. Ага. Я сразу говорю, я его режу вот таким образом. Ой, очень ручкой мелко. не порежьте. Но так как я все-таки редко этим занимаюсь, Ага. Но метко. Хочу Но метко. сказать, но метко. поэтому стараюсь, конечно, ножички-то не мешало бы и Подточить. Поэтому это не ко мне уже. Вот Хорошо. таким образом. Ага, значит, у нас толщина должна быть где-то примерно от 5 миллиметров до сантиметра. Всё. Режем соломкой, да? Соломкой. Вот, режем. Единственное, я имею в виду, кто-то может на доске резать картошечку. Ага. А я не люблю. Ну, вот таким способом, я помню, в детстве всегда мы жарили картошечку. Потому что вот так вот она бывает вкусненькая, когда она вот со всех сторон обжарится, такая попарится, такая вкусненькая такая. Анечка, вот то место, где вы жили, Дальний Восток. А какие блюда там готовили? Обязательно присутствует рыба. Делали котлеты рыбные, вот это я больше люблю. Ой, какие Опять они же, вкусные не- бывают. Да, рыбные котлеты тоже бывают очень вкусные. Ну, все понятно. Щучки почему-то О, делали. щуки вообще просто Правильно безумные говорят, котлеты. да? Да. Ну, я, допустим, теперь зрители могут понять и сравнить, что я человек, который вырос на мясе, какая я, да, крупная. Вы Мясная. сейчас, наверное, видите, да? И человек, который вырос на рыбке, вот как рыбка стоит. Я, конечно, приверженец действительно здоровой пищи. Мгм. То есть какие-то даже, когда говорят, не во всех ресторанах, я не даже понимаю, что там вообще готовят. Наготовят вот разные. Тем более вот, наверное, в Чеченской Республике вы были очень удивлены не только ассортиментом блюд, но и вот порциями. Обилие мяса. Да, но и порциями, которые вот приносят у нас. Это вот не просто порция на одного человека. Картошечка, которую сейчас видите, порезана она вот такой вот соломкой. Все это очень даже красиво выглядит. И следующий ингредиент, который мы будем сюда резать, называется лук репчатый. Режем лук у нас кольцами, получается. Это все у нас для вкуса, да? Такого особого. Но не для запаха. Да, не для запаха. Для запаха у нас будут специи, которые мы будем тоже использовать. Но не только для запаха, но и для вкуса специи. Ну, давайте лук в это. Цинги не будет там. или что. Да, хорошо, все. Колечки. Видно, вот так вот делают? Колечки. Как на шашлык разделываем. Вот так вот, да? Ну, за неимением все-таки мяса как такового. Мгм. На Дальнем Востоке Мгм. приходилось шашлык тоже делать из картофеля. Да ладно. Молоко и Ага. приправы, соль. Мгм.
Перец. Перец черный я предпочитаю добавлять уже после приготовления, не до. Потому что если ты готовишь на большое количество народа, кому-то нравится это, кому-то нет. Так же, как и соль. Ну да. Универсальная приправа, которая находится в данном случае у нас соль, петрушка, моркошка, вот такая вот. Кашу. Да, все такое. Ну что ж, у Анны Воробьевой сегодня прекрасное настроение, поэтому блюдо, наша картофельная запеканка получится тоже безумно вкусный. Но прежде чем мы продолжим весь этот процесс приготовления, я хотела бы спросить, Анна, а кто сегодня будет кушать и пробовать вот это замечательное блюдо? Это моя подруга, с кем мы сдружились. С девочками я занимаюсь, а с мамами я, соответственно, подружилась. Ну, пусть попробуют. Чаще, конечно, они приглашают меня в гости, когда что-нибудь готовят вкусненькое. Вот я, наверное, их удивлю. Дальше я это все, вот все картофель уже порезанный, курочку, я заливаю молоком. Нашим молоком. Ну, а молоко сегодня у нас белое. Да ладно! Поэтому... Молоко сегодня белое. Белое, которое было любезно предоставлено нашим спонсором, компанией Экомилк, которая делает такие вот вкусные, молочные, безумно такие вот просто вкусные продукты. В данном случае сегодня у нас молоко коровье. Так что советую вам пить это молоко. Ну а как мы все знаем, молоко очень полезное. Так что пейте, дети, молоко, будете здоровы. Таковое вот так вот заливать не надо, чтобы картофель тонул, кричал там. Спаси. Спаси, помоги. Ну, обычно это где-то 1,5 стакана. То есть я все делаю на глаз, даже тут. В общем, вот это все надо, чтобы постояло. Мы не будем добавлять зелень? Нет, конечно. 15-20 минут, а после этого мы отправим все это в духовочку, да, у нас будет? Да. Ну... Итак, прошло 15-20 минут. Что делаем? У нас есть масло. Я предпочитаю готовить на оливковом масле. И все это у нас скоро отправится в нашу духовочку. На сколько градусов мы будем это выпекать? 200, даже, наверное, 200 градусов. Это, конечно же, не конечная операция всего этого приготовления, поэтому до готовности за 10 минут нам нужно будет вот этот прекрасный, просто изумительно вкусный голландский сыр порезать сверху. Анна, ну а пока все это у нас будет печься, давайте отойдем от кухни в удобное место, где мы поговорим с вами о самом интересном, я думаю. Да, Истабел. Я тут была по приглашению в гостях. И в свое свободное время каталась на катке. И, видимо, я не знаю, земля слухами полнится. Это было совершенно неожиданно для меня, когда мне позвонил глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. И сразу же по телефону, представившись, задал вопрос, что можно, что нужно даже, что он может сделать для того, чтобы я осталась, жила и продолжала заниматься с детьми на льду. По переезду в Анапу на юг, где катков нет, только-только начинают строиться, это было 4 года назад, к Олимпиаде только начали строить спортивные объекты, я, в принципе, со льдом простилась. Все. Это было очень тяжело. Очень тяжело. Прощаться нам всегда с кем бы ни было, это больно. И когда мне в мае месяце поступило вот такое предложение, буквально недолго думав, конечно, выпадает такой... для меня это, можно сказать, опять начать всю чуть ли не жизнь заново. Я никогда ни о чем не жалела, и когда тебе выпадает такой же шанс, опять же, где-то в детях реализовать свои какие-то мечты. Да, может быть, отдать больше, чем получила я, и с каким трепетом, с какой памятью я вспоминаю свою первого тренера, и, может быть, дать настолько, что она не смогла мне, чтобы мне хотелось, что я смогу передать своим детям. Ни один ребенок,
который пришел изначально, не ушел. Стержень какой-то спортивный есть. Пока нет той нагрузки, где идет травматичность, и ее не будет пока. А стержень, конечно, упорство есть. Конечно, я их где-то в чем-то и стимулирую. Да, что вы катаетесь так, а я могу вот так. И когда уже видишь вот эту красоту, допустим, другую, да, со стороны ребенка, у них есть, естественно, стремление. Я очень рада, что оказалась, как говорится, здесь и сейчас, что я занимаюсь любимым делом. Помимо того, что спорт, да, я еще занимаюсь с детьми. И я еще раз хочу выразить благодарность за доверие главе республики, родителям, детям, вам, в конце концов. Я очень счастлива, что мы с вами вот так случайно, совершенно случайно встретились. Ну, случайно же. Да, конечно. Это рыжая меховая жилетка. Да, она будет меня преследовать и дальше. Тамил, буду рада еще раз с вами и побеседовать, встретиться. А сейчас время, пора на кухню. Да, на кухню. Итак, за 10-15 минут до готовности блюда надо его посыпать сыром. Давай, Тамил, я пока достаю с духовки, а ты быстренько на половинку, наверное, на 3 на терке, без разницы, большая, Хорошо, маленькая. все. Сырок достаточно будет? Да, достаточно. Так. Тамил. Сыр. Ну вот так вот, в произвольной форме, да, можно все это делать. Сыр достаточно. Сыра достаточно. Тамил. Сыр плавится очень быстро, буквально 2-3 минутки. У нас хорошая духовочка, чтобы он слегка подрумянился. Большое тебе спасибо, конечно же, от лица всех наших телезрителей, что, во-первых, приехала к нам в республику и, конечно же, раскрыла рецепт приготовления вот этого очень красивого, вкусно пахнущего блюда. Итак, стол накрыт, гости мои пришли, сейчас я вас с ними познакомлю. Хамзат, Лиля, Аза, Амина и Амира. Девочки, вам нравится заниматься вот этим зимним видом спорта? Давно вы катаетесь на коньках? 3-4 месяца. Ну и как свои ощущения, какие у вас? Не боялись первое время? Чуть-чуть, да. Амира где-то с 2-3 лет интересовалась этим видом спорта, постоянно смотрела ролики, передачи ей были интересны. Ну, и когда она говорила: мама, хочу заниматься фигурным катанием, я ей, конечно, говорила: Амира, мы живем в Грозном, у нас такой возможности здесь нет. И, конечно, как только мы узнали о том, что благодаря главе нашей республики у нас есть такая возможность, мы в числе, не знаю, наверное, первых пришли на каток и старались ни один день не пропустить, потому что это действительно желание Амиры было. Вот у нее получалось вроде бы как. Мы посмотрели, что у нее все хорошо получалось, ей нравилось. Конечно, они уже не будут ничего бояться. Это наши будущие чемпионки, первые ласточки, которые вот прорубают окно зимним видом спорта Чеченской Республики. Да, это сказал у нас, кстати, работник Министерства спорта. Вот так вот. Ну что ж, это все замечательно. А теперь давайте перейдем к
тоже самому хорошему и любимому процессу этой программы, как дегустация блюда. Тамил, я всегда попадаю на все дегустации. Это уже Конечно. У меня есть такая традиция перед Новым годом, Рамзан. Вам надо так на программу заходить. Вот такой я везучий на дегустации. Конечно, конечно. Тем более Аня у нас тоже как первооткрыватель. Вот. Приехала, пробивалась, доказывала. Но и тем не менее Аня работает в нашей ДЮСШ номер 2 на самом хорошем счету. В общем, и в министерстве уважают, всегда рады видеть, всегда встречают с улыбкой и с распростертыми объятиями. Также. Так. Бисмиллахи рахмани рахим. Теперь пробуем. И будем сегодня оценивать. Фигуристка-то она у нас просто восхитительная, замечательная. А вот кулинар. Какой же она кулинар? Ну, талант везде себя проявляет. Очень вкусно. Очень вкусно. Это блюдо картофельная запеканка. Очень вкусное. Да, в духовке, конечно же. Нежная. Анечка хороший человек, и очень замечательно, что у нас в республике теперь есть такой профессионал своего дела, и что сейчас благодаря ей и многим другим людям, особенно главе нашей республики Рамзану Ахматовичу, теперь у нас есть прекрасная возможность обучаться вот этому виду спорта, то есть катанию на льду. Аня занимается и с детьми, и со взрослыми. Для детей это бесплатные у нас уроки. Все могут прийти в развлекательный центр Грозный-Сити, который находится в микрорайоне, и вы познакомитесь с замечательным человеком Аней, который вот учит кататься на коньках. Спасибо, Анечка, большое. Обычно, когда вот судьи фигуристов оценивают, как они катаются, все это, самая высшая оценка, это бывает 6-0. Вот я как профессионал сегодня ставлю вам 6-0. Ура! Ура! Да, молодец! На этой замечательной ноте, с такими замечательными оценками хочется пожелать всем удачи, сказать всем приятного аппетита и самое главное, уважаемые друзья, оставайтесь всегда с нами на нашей кухне, где бывает, конечно же, только все самое вкусное и полезное. Для приготовления блюда картофельная запеканка необходимы следующие продукты: курица, картофель, лук репчатый, молоко, сыр голландский, зелень, соль и перец по вкусу. Приятного вам аппетита! С нами все самое вкусное и полезное. Желающие принять участие в программе «На кухне У» звоните по телефону 8 995 808 92 60. Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк.